Распространение в мире коронавируса продолжается. На фоне бушующей пандемии многие страны столкнулись с потребительским переполохом. Люди начали массово скупать продукты питания. Многие наши соотечественники тоже поспешили в магазины, где в больших количествах закупают товары. Особым спросом пользуются крупы, масло, соль, сахар и предметы гигиены. У нас всегда много покупателей, кормильцы посещают очень много покупателей, но вот как введен разговор пошел про карантин и так далее, у нас увеличился поток народа, люди берут, люди закупаются, люди боятся. Есть моменты, где поменяли цены, но именно вот в бакалее ничего не поменялось, все так, как было. Мы тоже сами домой берем все. Людям приемлемые цены, и они из-за этого берут. Масло, наверное, на несколько рублей, все. Так, у меня в основном все как было, так и осталось. На некоторые продукты цены действительно выросли, однако, по словам покупателей, разница пока не сильно ощущается. Может, чуть-чуть какие-то изменения есть. Может, я не знаю. В основном это женщины, они знают цены. Все нормально, как и было раньше. Никакого повышения цен? Нет. Скажите, пожалуйста, вы как-то запасаетесь продуктами в связи с карантином? Добавляю. Добавить надо же что-то все равно, чего уже дома нету. Среди покупателей немало и тех, кто не поддается всеобщей панике и в целом относится к сложившейся ситуации философски. Я всегда полагаюсь на разум человеческий, что вот эта наша жадность, ненасытность. Я видите, я взяла минимум чего-то малого, и то очередь большая я вернула. Я считаю, что все в руках Аншина Паджи, обзаги, хайзай гохароб, хагуи башатароб, загибзехот хасгуяна год. Покупательский ажиотаж коснулся не всех магазинов. В некоторых сохраняется спокойная обстановка, и количество покупателей увеличивается только в определенные дни и часы. У нас всегда так же спокойно, немноголюдно, а вчера их очень много было. Потому что тут девочка работала сменщица, они сказали, что их очень много было. На ажиотаж, связанный с активной закупкой товаров впрок, отреагировал начальник таможенного поста ПСОУ Аляс Хишба. Все товары любого назначения завозятся в республику в обычном режиме, так что никакого дефицита товаров не предвидится. Касаемо сегодня товаров, перевозимых через таможенную границу, ограничений нету. Есть ограничения, связанные с иностранцами, которые за рулем этого автотранспорта находятся. Товар, оформление и таможенные процедуры проходят в обычном режиме. Конечно, в условиях карантина самыми актуальными товарами по-прежнему остаются медицинские препараты и средства защиты, которые пользуются большим спросом у граждан. Что касается цен в аптеках, где-то они поднялись, где-то остаются прежними. Этот рост может быть неравномерным, так как запас ранее приобретенных товаров разный. Кроме того, цены в государственных и частных аптеках могут отличаться. И стоит подчеркнуть, что рост цен на импортные препараты напрямую зависит от курса валюты. Масок нет. Ожидается? Маски, возможно, получим. Точно не могу сказать. Продавали за 10 рублей, когда были. Противовирусные, да, есть у нас. У нас есть Фагоцел, Амиксин, Ингаверин, Эргоферон. Скажите, а за последнюю неделю цены на эти же противовирусные, они как-то менялись? Если только совсем немножко. И здесь среди покупателей есть граждане, которые пока не ощутили подъема цен. Цены на питание, я бы не сказала, что поменялись, и на лекарства тоже. Ажиотажа такого нет, конечно, масок нет, и антисептиков нет. Лекарства недостатка тоже, в принципе, я не ощутила. На фоне ограниченного количества в республике антисептических средств некоторые аптеки с рецептурными отделами будут самостоятельно их готовить. Цены старые. У нас, конечно, цены старые, пока сейчас, если будет новый завоз, новый товар и новые медикаменты, это уже зависит от того, как база нам даст. Гели будем готовить. Да, у нас сейчас спиртовые маленькие салфетки, а гели будем готовить. И этот состав приготовим, и этот состав приготовим. Оба состава приготовим будем. Цены на противовирусные препараты и антисептики в разных аптеках разные. Где-то выше, где-то пока остаются прежними. И большинство из них есть в наличии. Сложно найти лишь такие одноразовые медицинские маски. Однако специалисты напоминают, что маски не гарантируют полноценной защиты от вирусной инфекции. По-прежнему необходимы регулярная гигиена рук, влажная уборка и проветривание помещений и, самое главное, самоизоляция и соблюдение правил карантина. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.